На берегах реки Бельбек у подножья горы Бурун-Кая в Бахчисарайском районе раскинулся живописнейший поселок Албат. Пятая часть из 2500 жителей – крымские татары. Старая мечеть уже не вмещает всех желающих, особенно в праздничные и пятничные намазы. Поэтому 2 года назад местная мусульманская община решила строить новое джами на большом участке в центре села, который был выделен еще 30 лет назад. За 2 года, альхамдулилля, вот, как вы видите, результат до этого уровня дошли. Вот крышу вчера работали ребята, крышу закрыли. Следующий шаг, будем обшивать крышу, подшиву, то есть. И потом окна нужно будет ставить. Потом стяжка пола, штукатурка, шпаклевка, потом двери. Уже можно будет, иншаллах, намазы проводить. На окна где-то посчитали, 24 окна, где-то с работы месяц около 300 тысяч уходит. И 100 тысяч подшив крыши где-то уйдет тоже, где-то 90-100 вот так, это на железку. Потом на стяжку пола не знаю сколько, это сабряга надо спросить, он прораб у нас. И отопление надо, а на отопление тоже небольшая, немалая сумма уйдет тоже, отопление надо пол сделать. Если старое здание джами вмещало 80 человек, новое рассчитано на 300. Для женщин предусмотрен 2-й этаж. Местные мусульмане очень сплоченные, и каждый старается помочь в благом деле. Джамат, даже старики или кто-то, который не в состоянии финансово помочь, они даже гараплер иногда приносят, то принесут арбуз нам, то еще что-то, хоть как-то даже придут, хоть одну ракушку перетащат. Ну, то есть, вот так, вот в этом моменте у нас, машалла, джамат очень сплоченный. Конечно, были, как говорится, пессимистические взгляды по поводу начала строительства, как мы своими силами, спонсоров нету, так далее, тому подобное. Но действительно, вот у татар такая же поговорка: «Йолга чыккан йолда калмас». Поэтому, если мы начали, с помощью Аллаха, как говорится, Аллаха шукур, вот мы до такого состояния мы уже вот достроили. Албатцы хотят до зимы успеть утеплить крышу мечети и поставить окна на 2 этажах, чтобы здание не продувалось и чтобы зимой тут уже можно было проводить намазы.